Ассаламу алейкум, приветствую всех, дорогие друзья. Когда я узнал, что люди собирают подписи и петицию против постройки мечети, я был очень разочарован. Люди стоят на улице на коленях зимой, преклоняя свои лбы к холодному полу, потому как нет места в мечети. Хвала Аллаху, очень много поклоняющихся. В мечеть попадает самая малая часть молящихся, все остальные на улице. Один спортсмен попытался оправдать данную инициативу, говоря, что не может смириться с таким большим масштабом постройки на 60 тысяч человек. Мне было неприятно его слушать. Говорит, самый большой храм на 10 тысяч человек. Вы когда-нибудь видели храмы с меньшей вместительностью, где не было бы мест от потока поклоняющихся, и им приходилось бы стоять на улице на холоде? Я никогда с таким не сталкивался. А если бы столкнулся, я пожелал бы им помещения побольше, чтобы не мерзли. Я хочу обратиться к людям, которые занимаются этим. Хочу спросить, почему и зачем? Как я знаю, ваше верование гласит, если ударят по одной щеке, подставь вторую. Но вы ведь сейчас в роли бьющего. А как насчет собрать петицию против ночных клубов, где разврат, стыд, срам и опасные, опьяненные с наркоманией люди? Это было бы более целесообразно. Даже если вы остановите постройку мечети, вы ведь все равно не сможете остановить поклоняющихся. Мы хоть на улице, хоть на льду, все равно встанем, соберемся и будем поклоняться нашему Создателю. Эта петиция не против постройки мечети, а против того, чтобы люди были в тепле, чтобы люди не мерзли и были в тепле. Это петиция о том, чтобы мусульмане мерзли и испытывали трудности. Если бы вы заполняли свои храмы и сердца верой в Господа, то мы сейчас не столкнулись бы с такой бессовестностью. И мой пост был бы о дружбе, любви, понимании, сопереживании. Желаю благ вам и вашим семьям. И самое главное, не мерзните, дорогие друзья. И чтобы у вас всегда было место, теплое место, где можно помолиться.